Алевтина Николаевна Бабаева в свои 65 с хвостиком активно, энергично участвует в общественной жизни города и района, является депутатом районного совета депутатов, совета старейшин и участником совета ветеранов. Родилась Алевтина Николаевна в Иркутской области, в Черемховском районе. Семья была простой, родители трудились в леспромхозе, рабочими, но средств не хватало, поэтому, как и многие в то время, подались на заработки на север. Как вспоминает героиня нашей передачи, алмазная эпопея захватила их. И в 1965 году семья переехала в Ленск. Я в то время училась в 8 классе. То есть я по приезду во вторую школу, 8 класс записалась. Но потом сразу же тут 3-я школа, и я являюсь выпускницей школы номер 3, которую я окончила в 1968 году. Затем неудачная попытка поступить в университет якутский, и 2 года я свою трудовую деятельность начала в Ленском райпотребсоюзе, рабочий складов. В мои обязанности входило мыть полы, склады, поварки и так далее. Потом, отработав 2 года, я поняла, что надо учиться, и поэтому самый главный мой учебный, курс я прошла в Якутском финансово-кредитном техникуме. И вот эта Якутская академия финансовая мне дала старт в жизнь. Я закончила техникум в 1973 году. На базе 10 классов я училась 2 года. И после 1973 года по направлению, тогда советское распределение было, я практику проходила в финансовом отделе администрации. Вот сейчас финансово-экономическое управление. И с 1973 года началась моя служба государственная, муниципальная. И, можно так сказать, в 1973 году это здание администрации было построено. Так что я с первых шагов, с первой ступеньки начала работать рядовым инспектором. Начав с должности ревизора-инспектора по штатам, довольно быстро начала достигать высот и выросла до начальника финансового отдела. На мою долю, как раз вот карьерный рост и так далее, вся вот эта перестроечная кампания, мне пришлось ее переживать. Мне тогда еще и 40 лет не было, когда я вот такой груз. Тогда функции финоргана были совершенно другие, контролирующие органы, были функции контроля, не было счетной палаты, не было налоговой, это функции налоговой, счетной палаты, это все было финорганы, пенсионный фонд, назначение пенсий, участие финансисты принимали, анализы хозяйственной деятельности всех предприятий входили в наши функции. Поэтому поле деятельности было широкое. Карьера моя, я считаю, удалась. Я почти 40 лет проработала в органах государственной власти. Но по итогам работы, конечно, пришлось очень много поездить. В свое время Алевтина Николаевна, находясь на руководстве финансового отдела, довольно часто была в командировках. Районы стали уже привычным делом. По наслегам она ездила несколько раз в год. Были командировки и в соседние районы республики, по всей России и даже заграничной, на которых начальник финансового отдела повышала свою квалификацию. Все годы в перерывах между работой и домом Алевтина Николаевна продолжала учиться. Огромная стопка дипломов, свидетельств об окончании курсов и повышении квалификации сегодня в архиве у героини нашего репортажа. 22 года Алевтина Николаевна возглавляла финансовый отдел. Прекрасно разбираясь в вопросах экономики, формирования и исполнения бюджета, владея действующим законодательством, Алевтина Бабаева координировала работу всех учреждений кредитно-финансовой системы в районе. Финансисты всегда на передовой. Чтобы какие-то программы реализовывать, план социального развития составляется и так далее, нужны финансы. А правильное распределение финансовых потоков или реализует планы, или они будут воплощены в жизнь, или они провалятся. Поэтому ответственность и маневренность у финансистов должна быть очень такая плодотворная.
В 1996 году за заслуги в области экономической работы и многолетнюю добросовестную работу Алевтине Николаевне присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Саха-Якутия». Активное участие начальник финансового отдела принимала в ликвидации последствий паводка в Ленске в 2001 году. Она проводила работу по финансированию мероприятий, по разработке положений по прохождению финансовых потоков, что позволило своевременно выплатить причитающие пособия населению и ускорить ход восстановительных работ. Выжить в этом хаосе, ну, многого стоило. И опять-таки финансисты мы были на передовой. Подсчет ущерба, все вот эти, опять-таки, финансовые потоки, выплата пособий с Сбербанком вместе, выдача целевых чеков. Это все участвовали. Весь наш финансовый коллектив, помимо того, обеспечить, чтобы функционировали все наши учреждения, а вот эта нагрузка, она легла на каждого члена нашего коллектива. В 2012 году Алевтина Николаевна вышла на пенсию, но как сидеть дома на заслуженном отдыхе женщина не представляла, и она быстро нашла себе новые увлечения. Мой характер не позволял сидеть сложа руки. И, как сказать, личное подсобное хозяйство, депутатская деятельность, общественная деятельность, совет старейшин, совет ветеранов. Ну, точки приложения найти всегда можно. Где не просто вот сидеть и, как сказать, сожалеть о том, что работа закончилась. Работа, она никогда не заканчивается. Главное, и внуки тут подросли, и родители престарелые, за ними уход нужен. Проблем много, и скучать некогда было. И я не сожалею о том, что есть время поработать, есть время общественными делами, семьей, внуками, престарелыми родителями заняться. Так что не сожалею ни о чем. Алевтина Николаевна сегодня является депутатом районного совета депутатов. 2 года назад она набрала рекордное количество голосов по своему округу и выбилась в лидеры. А это говорит о том, что женщина завоевала у ленчан доверие благодаря интересу к общественной жизни и проблемам жителей района. Якутия, я уже говорила, что с 1965 года мы здесь, это больше 50 лет. Она стала мне, конечно, родным домом. И мне не безразлично, как развивается Ленск, какие планы, какое будущее. И, в общем-то, участвуя или соприкасаясь со старожилами, с ветеранами, я решила, что я могу высказать мнение людей, которые истинно болеют, которые истинно, как сказать, участвовали в становлении Ленска как города, как районного центра. Ну, неравнодушна я к тому, что как-то не привыкла. Вот ушла на пенсию, чтобы сидеть, сложа руки, и наблюдать со стороны, и начинать, ну, может быть, не критиковать, а высказывать свое там недовольство, что там или размером пенсии, или условиями быта и так далее. Надо, ну, участвовать во всем этом. Вот именно участие в преобразовании наших, в нашем быте, в нашем укладе жизни. Татьяна Седых, помощник председателя районного совета депутатов, одна из тех, кто бок о бок сегодня работает с героиней нашего репортажа. Она характеризует ее как человека с активной жизненной позицией, всегда участвующей во всех мероприятиях, находящейся в курсе всех событий. Алевтина Николаевна является, пожалуй, одним из самых активных депутатов районного совета муниципального образования Ленский район, с высоким уровнем ответственности и пониманием статуса депутата представительного органа власти. В начале нашего депутатского созыва в 2018 году депутатам нужно было избрать председателя комиссии по бюджетной, налоговой политике и вопросам экономики. Долго думать не пришлось. Естественно, им была назначена Алевтина Николаевна Бабаева. Она хорошо знает бюджетное законодательство всех уровней, финансирование муниципальных программ, поэтому на всех заседаниях бюджетной комиссии, президиумах районного совета, сессиях она добивается решения вот именно вопросов, касающихся внесения изменений в бюджет нашего района, выделению дополнительных средств поселениям и расходам бюджета. Всегда
отстаивать свою точку зрения, не боится задавать неудобных вопросов. Всегда поражает ее энергия и ее активность, несмотря на ее возраст. Всю свою трудовую политическую деятельность Алевтина Николаевна посвятила развитию и улучшению благосостояния жителей Ленского района. За ее заслуги перед районом Совет депутатов направил ходатайство в наградную комиссию о присвоении героини нашего репортажа заслуженного звания «Почетный гражданин Ленского района». Депутатскую работу Алевтина Бабаева успешно совмещает с председательством Совета старейшин и участием в Совете ветеранов. Очень долго мы занимались вопросом сквера старожилов. Марина Ивановна Балагурова начинала клуб учителей добродетеля. Дальше вот потихоньку у нас получился объект. Это исторический, и дальше там уже будет исторический центр. Алевтина Николаевна отметила, что строительство сквера было необходимо, чтобы люди помнили свое прошлое и знали, с чего начинается история нашего города. Инициаторами создания сквера выступили старожилы и общественники некоммерческой организации «Добродетель», а реализацию проекта взяла на себя районная администрация. В 2019 году, к 75-летию победы в ВОВ, на территории будущего сквера был установлен флагшток «Знамя Победы». Инициативная и идейная Алевтина Бабаева никогда не останавливается. У нее в голове постоянно крутится масса идей. Еще одно предложение, с которым она вышла на главу района, это возрождение городской бани. Мы очень много, года 2 или 3 собирали, протоколы всякие составляли, писали, главе записки. Но глава услышал, баня работает, вот пример. Сквер старожилов тоже пример. То есть это все-таки вот совет старейшин, да? Ну, с советом ветеранов, да, совет старейшин. Это вот собираются в клубе. Обсуждаем эти проблемы, и потом мнение высказываем, и принимаются такие решения. В Совете старейшин Алевтина Николаевна состоит с 2012 года. Как уже стало понятно, ее присутствие здесь очень ощутимо. Женщина всегда добивается поставленных целей. Не зря ее выбрали председателем Совета и возложили на нее большую надежду и ответственность. Алевтина Николаевна, особенно вот в последние годы, когда в 2012 году Алевтина Николаевна ушла на заслуженный отдых, и вот, конечно, здесь ее начинается уже общественная деятельность в Совете ветеранов. Она у нас бессменный член Совета ветеранов, районного Совета ветеранов войны и труда. Кроме того, она с 2018 года председатель Совета старейшин. За всю свою трудовую деятельность она была награждена очень много. У нее есть государственные награды вот, разных и России, и Республики Саха, ну и, конечно, района, да, и по общественной деятельности, и по профсоюзу у нее есть награды. Ну и, конечно, нельзя не сказать о ее, что не только вот Алевтина Николаевна там по работе очень была, ну, ответственна, да, в общественной жизни, но и она, конечно, как семьянин, как мама 2 детей, внуков, да, и еще она ведет очень свое подсобное хозяйство. И мы вот как Совет ветеранов ежегодно проводим конкурс «Ветеранское подворье». Алевтина Николаевна все годы участвует и занимает призовые места. Ну, понятно, что это труд, нужно сказать, что это не просто так. И вот лучшие мы отправляем в Якутск, и она там тоже занимала первые места. То есть это вообще, ну, человек разносторонний и активный, будем так говорить. В Совет старейшин наша героиня пришла, чтобы не замкнуться в себе, выйдя на пенсию. По словам Алевтины Николаевны, сложно уходить на заслуженный отдых с такой многогранной и интересной должности, когда всю жизнь была активна, находилась в центре событий, а тут отдых. Чтобы избежать лежания на диване, женщина нашла себя в общественной жизни. Должна же она быть полезна людям, иначе как жить? Когда уходишь с работы, чтобы не замкнуться, я, конечно, занялась вот общественным советом. Отчетно-выборная конференция у нас была Совета старейшин. Меня избрали, и я этот ВОЗ не отказалась, повезла. В нашем районе Совет старейшин и Совет ветеранов – это почти одна структура. За спиной этих советов стоит 10 тысяч пенсионеров.
Вот пенсионный фонд, он численность населения. Интересы этих 10 тысяч населения надо донести вот до депутатов, что правильное решение, чтобы были услышаны эти люди, до главы администрации, до других управленческих структур. Помочь им организовать досуг, организовать какую-то помощь. Ведь люди старшего поколения живут тем и общаются тем, что Совет ветеранов и не только Совет старейшин проводит клубы по интересам, например, клуб «Алгыс» есть и так далее. Люди общаются. Этим 10 тысячам человек надо создать условия, чтобы они за своими заборами не сидели и на диванах на своих не сидели. Вот это основная цель. Также Совет старейшин занимается патриотическим воспитанием детей, проводит беседы и классные часы со школьниками, рассказывает историю района, города. Алевтина Николаевна добавила, что кто-то сегодня должен сохранить преемственность поколений. Несмотря на свою занятость, Алевтина Николаевна много времени уделяет своей семье и внукам. У нашей героини 2 дочки, и обе они всю жизнь живут рядом с мамой, чему она очень рада. В нашем доме проживает 4 поколения. Многоукладная семья. У нас вот в комнате бабушка 92 года, потом я, потом у меня 2 дочери, 3 внука и 1 внучка. Поэтому свадьба вот у нас с мужем была в 73-м году, вот фотографии. А потом вот пошли внуки, вот фотографии внуков, внучка. Вот младшая дочь на выпускном. Вот такая наша семья. В 98 году здесь был старый мамин дом, мы его снесли и построили новый. В 98 году был только сруб, наводнение прошло боком, а в 2001-то нас хорошо подзатопило. Ну вот, кратко о семье. 2 дочери. Старшая дочь со мной живет. Вот внук здесь ходит. Иди, Марат, садись. Поэтому младшая дочь в Иркутске, внук в Иркутске, студент 20 лет, и внучке 14 лет. 1 дочь в Иркутске, 1 здесь. Так что семья у нас многоступенчатая или как многоукладная. Для своих детей мама всегда была примером. Девочки хотели быть похожими на нее. Пошли, конечно, не совсем по стопам Алевтины Николаевны, но финансы и законодательство знают на зубок. Ну, конечно, это пример трудолюбия. Это столько энергии у человека в ее возрасте, что даже молодой позавидует такой деятельности активной. То есть она везде, во всех общественных мероприятиях города, района, республики участвует, находясь на отдыхе на заслуженном. Ну, даже вот по работе, кто ко мне заходит всегда, когда узнают, что я там дочь Алевтины Николаевны, все с огромным уважением передают ей приветы, ну, слова, там, пожелания, ну, с теплотой отзываются. У семьи нашей героини много интересов. Они любят вместе отдыхать на природе, ездят на рыбалку, но сейчас времени на отдых, признается Алевтина Николаевна, остается совсем мало. Семья содержит подсобное хозяйство. Совсем небольшое, по словам нашей героини. Это корова, 2 теленка, 10 кур и столько же кроликов. Во-первых, что усадьба позволила, и выход на пенсию связан был с выходом на пенсию. Ну, это для того, чтобы на диване не лежать. Занято и пример для внуков, и свое хозяйство, и дополнительный, как сказать, бизнес. Мы занимаемся вместе, выращиваем все. Ну и экологически чистый, так сказать, продукт. Вот, между прочим, на чиновничьей работе я меньше, спасибо, заработала, нежели вот приходят за молоком. Когда приходят молочко, творожок, вот, Кто навоз уже знает, уже даже начинает, да, начинает уже. Так что главное сорганизовать. Все соседи, ну, с теплотой относятся. Поэтому польза вот от небольшого хозяйства, но польза. Уже постоянно клиенты, вот в этом году уже заявки на гусят. У каждого из членов семьи свои обязанности. Кто-то занимается уходом за животными, кто-то содержанием дома, а кто-то приготовлением еды. Никто не сидит без дела. Даже у внуков свои обязанности.
Я ей помогаю гусей кормить, ну, продавать их. И иногда летом, когда они выходят, я слежу за ними, пастись, чтобы они травку сами пощипали, я слежу за ними. Пиццу печем, бабушка тесто делает, а он начинку. Пельмени мы с ним делаем. Да, я еще иногда по утрам готовлю кушать всем яичницу. Меня научили, я всегда теперь сам иногда варю всем завтракать. Там макароны иногда варю по вечерам. В доме Алевтины Николаевны тепло и уютно. Треск поленьев, что горят в камине, еще сильнее способствует этой обстановке. Большой обеденный стол со свежей выпечкой так и манит своим ароматом. А главное – добрые, счастливые люди и приятное общение. Именно таким нам запомнится этот дом и его гостеприимная хозяйка.